Дыра болорын, сақым серін олықтақтыра, бүгін мейқа ғылжысты кәлі Лиза Павлова. Лиза, ән кірджік удаган тағында. Да, мне передали дар. Я не говорю на якутском, я его знаю, понимаю, но не говорю. Как раз из-за того, что у меня по папиной линии на Колыме колымские удаганки 2 были, по маминой линии верхневилюйские удаганки, шаманы, 3 шамана верхневилюйских по маминой линии. Мне дар был передан, вообще с утроба. То есть я помню свою утробную жизнь, я помню, когда я была младенцем до года, и это было очень интересно и странно для родителей, потому что даже фотографий не было со старой квартиры, когда я появилась, там до 3 месяцев. Вот, и я маме, когда маленькая была, все это передавала. Типа, вот у меня кровать была, вы подходили ко мне, типа, здесь светильник светил, там кровать такая-то была, короче, у тебя халат такой был. И, они в шоке, короче, были. Прошлые жизни помню, но дар я не принимала. И у меня как это происходит? Я ничего не вижу, не слышу, просто знаю все наперед. Знаю, могу увидеть человека, там, в чем проблема, какой род там и так далее. Вот, и во сне у меня все происходит во сне. Что в детстве у меня было вот с младенчества до 10 лет, мне снились сны, что я перевоплощаюсь либо в орлицу, либо в ворона и дерусь с другими животными. На тот момент я не понимала, что происходило. В 10 лет ко мне пришла, это также во сне, ко мне пришла женщина и передала кость, хотела передать кость. Я ее не приняла, и после этого у меня начался, если бурная в жизни, жизнь, да, вообще буллинг в школе. Все мои подружки, с которыми мы дружили с 1 класса, они начали избивать, гнобить там и так далее. Резко, вообще резко все происходит. То есть 1, 2, 3 класс мы нормально дружим, в 5 классе начинается жесткий буллинг, вообще. Эти девочки все, всю школу против меня, настраивают, а мы еще жили в Зырянке, там одни русские, меня по национальному признаку гнобят, там, ты лепешка и так далее, Потом получается уже просто как козла отпущения. В общем, насилие было физическое, эмоциональное, там и так далее. Да. Меня забивали и пацаны, и девчонки по 20 человек. Просто там с ноги, с руки, палками там и так далее. Поджопник дать, харчок там. Это вообще, жестко меня гнобили. Потом, получается, по роду очень... Было тяжело, да. но у меня было такое, то, что, не дай бог, родители узнают, что меня избивают, и я молчала. И это была моя самая главная ошибка. То есть мне надо было давать отпор, но из-за того, что я боялась родителей, типа они узнают, там, это будет позор семьи там, и так далее, все терпела, и вот так прошло. Потом, получается... До 14 лет вот у меня все так происходило, я суициднулась в 9 классе, когда там училась, у меня было 2 попытки. Первой я хотела привлечь внимание родителей, вены порезала в ванне и лежала, ждала, когда они, зайдут. Приехала скорая, говорят, что вены не задеты, там он нукманнык, мама спрашивает, что произошло, я говорю, я не хочу здесь жить. Не говорила то, что у меня проблемы в школе, то, что мне тяжело вообще морально, что у меня нету ни друзей, ни поддержки, ничего. Вот, 2 раз я уже конкретно, суициднулась, просто устала от этого буллинга. Я выпила все медикаменты, которые были в школе. Просто мази, ампулы для инъекций, таблетки, нукманек. Меня увезли, в больницу. И там я пока лежала, родители все продали, и мы приезжаем сюда, в Якутск. Конечно же, я становлюсь вообще анти той героиней, которая была там. Лишь бы не повторился этот буллинг, я становлюсь жестко агрессивной. И начинается учет в ПДН.
Ты начинаешь избивать, Я да? начинаю избивать, я начинаю гнобить, короче, я авторитет так наработала, и меня боялись все и учителя, и Это где ты школьники, и училась? так далее. Мы учились, вот первая, 18-я школа была, я еще и двоечница, второгодка, меня мама же оставила там в Зырянке на 2-й год, и получается, мы сюда приехали, я снова в 9 класс, и вот, типа, Дедовщина, да, жестко, короче, там начинается. Я в ПДН. В это время мы, когда переехали, мама раком заболела, рак лимфоузлов, и у меня получается, короче, для мамы я хорошая дочь, там, типа, я хорошо учусь там и так далее, а папа знает всю движуху, которая у меня происходит, то есть в милицию он приезжал, там, если какие-то разборки с родителями, он все выруливал и так далее, он маме ничего не говорил, он полностью принимал меня такую, какая есть. Вот вообще у меня родители святые, вот папа очень святой, он реально принимает меня такую, какая я есть, то есть хорошая, плохая, у него вообще нету никакого разделения, просто я его дочь, и он это принимает. Это вот я не приняла. Потом, кстати, когда мы переехали, к маме очень много шаманов стали сами приходить. Во-первых, мы когда переехали на Билибино, квартиру снимала соседка на 1-м этаже, она какая-то шаманка. Из-за того, что у меня стало плохое поведение, мама водила меня по гадалкам. Эта шаманка, короче, пришла, она говорит, прекрати дочь таскать, у нее большая сила. Через эту шаманку выходит Эджейдора, Кондаков на моих родителей, говорят то, что мы увидели, как из-под снега летом выходит светлая, со светлыми глазами, а у меня волосы черные были. Они и сине-черные были, и черные глаза, зрачка не видно. Сейчас у меня карие глаза, зрачок виден, и такие, короче, не черные волосы. И родители такие, короче, ага. Потом, получается, мамина подруга, она занимается энергопрактиками, то есть ауру видит, и она говорит то, что я во сне, и вот летаю в средний, верхний, нижний мир, начала объяснять то, что это не просто сны, ты типа вот по мирам, короче, ездишь, короче, да, путешествуешь там и так далее, это у тебя транс. Все мне объяснила, и когда я говорю, вот мне, типа, давали кость какую-то, она говорит, это лисья лапа, это, типа, просвещение у доганок, ты ее приняла? Я говорю, нет, я не приняла, короче. И для меня, я-то внутренне понимала, почему происходит этот буллинг, почему я теряю родных, да, просто косила вообще всех, дяди, тети, братья, там, и так далее, вот мама умерла, там, и так далее, 18,5 лет. Внутренне понимал, но внешний мир же эзотерику не принимает, да. Поэтому я закрылась вообще, короче, очень сильно закрылась, вот, и сама внутри тоже закрыла. Мне ничего не надо, все, я отхожу, я хочу быть простой, все, мне ничего не надо. Я знала, чисто для себя использовала, например, я вижу, как человек относится ко мне, нравлюсь я, не нравлюсь, с какой-то выгодой вторичной или еще что-то, короче, отсекала, там, пресекала или допускала, для себя делала выводы, не более. Люди, кстати, всегда сами меня находят, то есть они сами приходят, я вообще не прилагаю сил. Сейчас, если брать современные реалии, то это Инстаграм, Телеграм, вообще как-то находят, я не знаю, где находят каналы, обращаются вообще со всего мира. То есть у меня там может быть и с Нью-Йорка, может быть с Волгограда там, и так далее, там, помогите и так далее, пишут. Потом, получается, вот я закрылась, и меня начало бить болезнями. Жестко, просто, короче, в 16 лет у меня началась болезнь Бехтерева, потом онкология у меня была, короче, рак костей, вообще чего только не было, атопический дерматит, там все, вообще все полностью по здоровью, короче, меня начало косить, аллопеция даже была, вот тоже в школе. Аллопеция, лысеют люди, и это 11 класс, у меня скоро выпускной, да? И у меня вот так вот клочьями, короче, прям плешь. Я такая, господи, нет, типа, я останусь со своими волосами. Опять же, с помощью дара, короче, у меня аллопеция прошла.
Вот, потом, получается, что происходило-то? Ну, вот так вот, ПДН, постоянные разборки, я была в созависимых отношениях, и там, то первый парень у меня алкоголик был, второй муж у меня наркоман был, я как спасатель все ходила, такая, думала, ну, изменится и так далее. Хотя внутри четко понимала, это не мой человек по жизни, я с ним не буду. Зачем время проводила? Опять же, из-за общественности. Типа, ну, уже пора, ну, вот все с парнями, мне тоже надо. Вот, то есть я подавляла себя, делала то, что я не хочу, вот ради общественности. Потом в 2018 году, в 2017 у меня была очень большая обида и злость, вообще то, что почему у меня жизнь такая, ну типа меня вообще по всем фронтам бьет. Внешне все есть, то есть нет долгов, на тот момент были отношения, квартиры, машины и так далее, деньги, все есть, и я внутри несчастная, глубоко несчастная вообще. И у меня, короче, начала крыша ехать, я начала загоняться, обиделась на родителей, вообще обозлилась на этот мир, на вселенную, на все, я такая, все, короче, все плохие, я одна бедняжка. Потом я понимаю то, что это неправильно. Если в моей жизни что-то не так идет, значит, дело-то во мне, надо что-то во мне поменять. Начала книги читать сначала, различные типа там, «Секрет», «Пять языков любви», девушки с Венеры, мужчины с Марса, девушки с Венеры, вот такое, короче, начала читать, и я понимаю то, что все идет в психологию. Начала увлекаться психологией, в 2018 пошла в психотерапию. Проработала все травмы, унук-маннык, короче, я понимаю то, что мне не нужны эти специалисты. Я когда к специалистам приходила, они мне начинали рассказывать, какие у них проблемы с родителями, как у них там муж, дети, чё, кого, все свои травмы, всю свою психосоматику. Я еще углубилась в психосоматику, и вот сама как бы исцелилась от онкологии, от болезни Бехтерева, отказалась от инвалидностей. Для всех, конечно, это чудо, короче. Вот, для меня это как бы понятные вещи. И я, ходя вот по всем специалистам, я-то знала все свои ответы, они внутри меня были. Но я, опять же, опираясь на внешний мир, такая, нет, по-любому, вот это же травмы, это же психология, психосоматика, все объясняется и так далее. Потом, вот недавно, буквально в ту пятницу, вообще с октября этого года у меня вот началась гипногогия, это галлюцинации во сне. На самом деле это трансовое состояние, у меня снова начались порталы и так далее. Мне незнакомая девочка в тот вторник пишет, вообще незнакомая девочка с Луганска мне пишет то, что у меня северный узел в 12 доме, южный узел в 6 доме. Кто астрологией занимается, вы, наверное, поняли, о чем, я еще не сильна. Потом у меня знакомая начала увлекаться астрологией, я говорю, вот так-то, так-то, что-то написали, северный, южный узел, не понимают. Она говорит, скидывай дату рождения, и все, она говорит, тебе надо принять свой род, короче, потому что тебе, типа, 12-й дом – это изоляция, если ты дар не примешь, то тебя будут всегда запирать. Тюрьма, психушка, а меня как раз в 2020 году, как меня еще долбануло, в 2020 году я зимовала на Пхукете, в 2019 улетела на Пхукет зимовать, в 2020 мы прилетаем из-за пандемии, получается, и я просто вижу то, что в пространстве вот это инфо-цыганство, все начинают продавать курсы там и так далее, все за бабки, короче, пытаются нажиться. Ну, пир во время чумы. Я создаю курс, где даю 7 техник в телеграм-чате, и девчонок, короче, туда зову и бесплатно даю. 7 потоков у меня этого бесплатного курса было, отзывы просто пушка. Ну, я реально всем помогла. Там были девочки, например, девочка, она пацанка по жизни, хочет стать женственной и так далее. На данный момент она переехала в другую страну, она работает фрилансом, она вышла замуж в этом году в октябре там, и так далее. То есть у нее потоки везде идут, то есть колесо баланса полностью сформировано. Все, и на этом фоне, а я хотела потом такая, ага, ну пошло же, да, ну, надо монетизировать, короче, начала монетизировать, консультации проводить и так далее. На самом деле шаманы удаганы, у которых есть дар, они не ставят прайсы, они не берут деньги за это. То есть
Мои, например, бабушки колымские, как бы они зажиточно жили, у них не было образования. Они зажиточно жили за то, что в благодарность им давали меха, дома, земли там, и так далее. Но сами они ничего не просили. И из-за того, что я установила прайс, решила монетизировать, короче, свой дар, в августе 20-го меня увозят в Котенко. У меня, короче, началась типа биполярное аффективное расстройство первого типа. С апреля по июнь у меня была фаза гипомании. Это легкая эйфория. Кто видел область тьмы, вот так происходит гипомания. Вот. Мания потом, это более усиленная гипомания. И психоз. Психоз у меня был ровно один в один, как экзорцизм. То есть я плакала, смеялась, я вставала так, я очень вообще, я бревно, я ничего не могу делать. Но я вот так вот извивалась, то есть у меня ноги здесь и голова вместе, просто всяко разно, материлась там и так далее, вообще дичь такую творила. И в этом состоянии ты понимаешь все, что ты делаешь, но там получается 5 секунд адеквата, 5 секунд неадеквата. Я хотела зарезать своего парня, с которым я жила на тот момент. Прям вот, и я говорила, вот, ты йогой занимаешься, в тебе бесы вселились, там, ну, такую, короче, дичь порола, это вообще жесть. Он вызывает скорую, санитары приезжают, меня увозят в Котенко, 1,5 месяца меня качают там нейролептиками, я на вязках, короче. Вот, и в 2020 году мне говорят, что у меня ничего нету, это просто нервный срыв, так бывает, там и так далее, ты абсолютно здорова. Отпускают, прописывают лекарства, я их перестаю пить, и у меня в феврале 2021 года снова начинается эпизод, у меня снова гипомания, у меня потом мания, а там, когда мания, гипомания, там человек не спит, то есть сон сокращается вообще час-два в сутки. Вот, при этом энергии много, ты все знаешь, ты пытаешься там... Я открывала проекты, я очень много встречалась там с людьми и так далее, короче, у меня очень много проектов было. Все, потом, получается, бывший видит всю эту картину, он говорит, Лиза, ты опять неадекват. Ну, говорит моему отцу, вызывают скорую, Котенко, и я опять на 1,5 месяца. Там мне ставят шизофрению, потом мне ставят биполярное аффективное расстройство первого типа. Вот. Но в гипомании 2021 года был очень интересный случай, когда, получается, в 2020 году меня оформляли в ПНД, папа держал меня на руках. И я сидела вот так вот ему по груди пальцем била, желтый-желтый удаганы, удаганы, желтый-желтый удаганы, удаганы, желтый-желтый удаганы, удаганы. В 2021 году мне снова снится сон. Получается, я вижу труп человека желтый, вообще желтый труп человека, ну, когда печень отказывает, человек же желтеет, вот типа такой смерти. И я понимаю, что моя кость, которую мне давали в 10 лет, она у него в желудке. И я просто засовываю руку ему через рот и достаю эту лапу лисью, и все, она у меня. Вот, ну и как бы желтый-желтый, и походу просвещение Удаганы. Вот, мне выписали, получается, поставили диагноз, все, я была в депрессии 11 месяцев, это клиническая депрессия тяжелая, там были тактильные галлюцинации, мне казалось, то, что я гнию внутри, что по мне бегают тараканы, там полностью слетает когнитивка, то есть я знала, что я училась, но я не помнила школу, я не помнила, с кем я училась, какая буква там и так далее. Я знала, что я путешествовала, но я не знала, в каких странах была, какие места посетила, какие эмоции у меня были. Я, например, 2 плюс 2 минут 3, наверное, решала, такая 2 плюс 2, там, даже пальцы не помогали, там, 4, 2 плюс 2 умножить на 2, все, до свидания, я вообще не могла решить. Но я не знаю, как я в таком состоянии устроилась на работу, я водила машину, но это вообще был прикол. Я ездила только по одному маршруту, то есть я на карту смотрела, я могла поехать, типа, в Вилюйский трак автодорожка на работу,
а обратно только по Сергеляху. То есть автодорожка Вилюйский, я не могла приехать домой. Вообще там, ну, это жесть было. Вот, и сейчас я понимаю то, что мне нужно помогать людям. Я вот отказывала всегда, но я не буду монетизировать, я сейчас помогаю людям. Люди сами меня находят, приходят, у меня есть инструменты, я открыта, я принимаю дар, уже идет информация, я ее получаю, пока не понимаю, но знаю, что пойму. У меня есть уникальная возможность, короче, по маминой линии, что со стороны бабушки, дедушки есть книги Тюляховы, Донские, полный род, там чуть ли не до 800-х годов. По папиной линии сейчас тоже у нас в Покровске на Орджоникидзе 50 есть музей, это вот моих потомков Павловых. Я буду изучать сначала папину линию, съезжу по всем местам своим. Вот, и потом буду еще бабушку по папиной линии изучать, вот тоже, ну, буду связь с родом восстанавливать, вот, потому что я вообще кроме отца ни с кем не общалась, а в 2018 году мне захотелось, у меня прям посыл пошел, что мне надо общаться со своими родственниками, вообще знать, кто они такие, как они жили там и так далее, и вот это все приходит, вот так. Ну, Лиза, ты космос. И, кстати, я всегда прихожу людям под запрос, и подружка угорала. Все вот нумерологи, астрологи, тарологи и так далее видят во мне способности, вот, ну, на этих картах или где-то. И они, получается, говорят, когда ты появляешься у человека, все идет в плюс. И у меня подружка говорит, ты как оберег, типа. И реально так и происходит. У моего окружения все идет в плюс. Даже у моих там бывших молодых людей, это же вот в женской психологии есть же женщина плюс, женщина минус. Вот я женщина плюс. Все идет в рост, идет уверенность в себе, там масштабирование, достигаторство и так далее. На этом эфир заканчиваем. Мы пошли на консультацию. Впервые Олеся молча. Сколько минут просидела, Никита? Круто, круто. Вообще я в шоке. Реально так может быть, да? Обычно, ну, такое чувство, что как будто ты мне какой-то фильм рассказала. И то кажется не полностью. Это не полный, это да, только так, фрагмент, то, что... так, поверхностно. Да, и это то, все ну, поверхностно. 2 раза на Котенке. Ну, как там жизнь там, в Котенке? О, в Котенке... Можно жить? Зависит от человека. То есть некоторые любят Котенко, там прям некоторые целеустремленно хотят туда попасть и так далее. Лично мне, я по своему опыту скажу, мне не заходит Котенко, я никогда в жизни не хочу туда попадать. Потому что отношение отвратительное, там стирается личность, просто нету никаких законов, нету никаких правил, ну просто нет человека, все, ты никто. Ну, такое чувство же обычно у людей, у народа, что Котенко, типа, о, там чокнутые, там какие-то не такие. А может, с другой стороны, там те люди, которые, ну, также, которые не приняли себя, да, свой там, дар. я ты скажу ты так, встречалась то, что... с такими людьми? Нет, лично не встречалась, но я знаю то, что 30% точно там лежат из-за того, что они не приняли дар. Вот 30% точно. Остальные 70%, да, конечно, кто-то наркоманил, кто-то токсикоманил, алкоголь там, или просто там передалось генетически. Генетически тоже может передаться, это вот по карме может произойти такое бывает. Вот, но 30%, да, там... Ну вот, например, когда в тот раз, позавчера, да, это было так давно, наше знакомство, позавчера, неизвестно, что мы завтра сделаем, да, если в таком темпе, классно. Что ты почувствовала, когда я же позже пришла, когда вы уже сидели? Ты сразу так сканируешь людей, или тебе нужно войти, типа, туркаки ренги, инду, а теперь резко флешбэк? У меня по моему запросу. То есть, если мне интересно, я сразу четко понимаю, мой человек, не мой, там и так далее. А если так, типа, вообще могу и не видеть, там и так далее. Я вот отсканировала, ты мне резонировала очень сильно, когда вот после
встречи мы оставили, да. вообще, Вот. о, моя, все, да, Сразу, да? вообще, Полина Да, тоже именно там, втроем да, остались да, именно-то, резко. потому что энергия очень Да. сильно чувствуется. Вот на бессознательном уровне, да, любой человек считывает на бессознательном уровне, вот на коллективном. Даже вот бывают же примеры, не знаешь человека, а он тебе не нравится, вот просто, ну, просто там вообще хочется там обосрать его как-то. Либо же там, ну, заходит человек, и все, и ты как-то поджимаешься, какая-то авторитарность, стержень там. Это вот все на бессознательном уровне считывается. Есть люди структурные, то есть у кого внутри есть стержень, они знают свои личные границы, они знают, чего хотят, они говорят и делают, то есть действие равно, слово равно действие. Вот, такие люди очень сильно считываются, вот. А есть люди такие, как желешки, то есть без структуры, без личных границ там, и так далее. Это вот даже, например, ну, простой пример, когда, например, девушка говорит, я хочу порвать отношения, я уйду, все, я пойду. И она говорит, все, я ухожу от тебя, и не уходит. Все равно это вот человек-желешка, например. Вот. А такой вопрос у всех же есть, например, когда я встречу своего любимого? По-любому же так спрашивают, да? Да, спрашивают, ага. А ты Но там- ответ им, наверное, не даешь? Нет, Да. конкретно нет, потому что я вижу, что нужно проработать, Да. и чаще всего человек не готов к этому, вот, поэтому, ну, я говорю в общем только. Что мне нужно проработать, чтобы встретить своего любимого человека? Тебе нужно Стать быть мягче. да, уступчивее. Да. Вот Аня, вот это в тебе, достигать. да, вот в тебе очень много мужской, Хайдар. в тебе очень много мужской энергии, и это мужчин отталкивает. Это же тоже неплохо, Джинни. И это вообще круто. Ага. Потому что, ну, баланс, конечно, Да. должен быть. Когда баланс, это вообще супер. Но на определенные цели, например, у меня был период, когда у меня только мужская энергетика была. Да. Просто. И она перла. И ол мигин тына қаллар бұта. Ага, вот. Яраханы көсөрбөр мен ыты хаңы хеджудum боллар тостудum арахы полу эдеми. Вот у меня так же. Да. Ага. На определенные цели, на определенные желания там можно что-то усиливать. Энергия женская, мужская, она у всех есть, да. У нас разные субличности. Вот я не люблю, когда, например, нарцисс, социопат там, и так далее по типам личности разделяют. Это есть у всех. То есть в одной ситуации ты нарцисс, в другой социопат, в другой нормальный там, и так далее. Вот даже знаки зодиака, они есть у всех, господи. В определенной ситуации ты рыба, а здесь ты стрелец, тут ты лев. Вот, поэтому я не люблю, когда там разделяют. У человека есть все. Энергия, личности, субличности, все это есть. На твои цели давай не на всю жизнь, да, а на этот год и до февраль. Так, ну если год брать, если, например, эзотерику, это по-любому род. Я должна принять род, я этого очень сильно хочу. Вот, поеду Как в тот раз в мастер-майнде, да, мы узнали, что нужно цели ставить по ценностям. Да, 3 я, ценности. кстати, знаю свои ценности, их выявляю через бессознательное. У меня есть даже список, я потом тебе покажу. Есть прикол в том, что есть внешние цели, машины, пароходы там, и так далее. Есть внутренние цели, это наши ценности. Когда человек знает свои внутренние цели, он достигает внешние. То есть, если ценности не сопоставляются с внешним миром, вы не получите ни квартиры, ни мужика, там, ничего. Вот. Я их выявила в 2019 году, я их знаю, и я все делаю через свои ценности. И вот в этих ценностях у меня, кстати, есть продолжение рода, сила, победа, дружба, уважение там, и так далее. Вот. Самое главное у меня сейчас узнать свой род, принять это все. Вот. Если из материального хочу купить машину, вот, хочу стать, я работаю в отделе закупок и логистики, хочу быть, еще улучшить себя специалистом, то есть как-то обучение пройти, книги читать в этом направлении, в направлении закупа логистики. Вот, потому что есть моменты, где я проседаю, я, например, не знаю, как работать с неликвидом, вот, моменты по аналитике и так далее, вот это хочу подтянуть.
Вот, ну пока такие цели. Ну, вот, круто. Мгм. Ты замужем? Нет, я была замужем, Мгм. вот у меня муж наркоман был. М, И прикол был, он, короче, был бурят. мгм. На Сагалган, их Новый год, приехала шаманка из Улан-Удэ. Она говорила только на бурятском, но я ее четко понимала, что она мне говорит. И она мне сказала, если ты сейчас останешься 5 лет, и вот он будет такой, ну, которого ты хочешь видеть. Если нет, 10 лет, и его все, он от жизни, ну, из жизни уйдет. Вот, но я развелась. М, Вот, потому что как бы ждать там и так Мгм. далее. Хороший был человек, вообще классный, я ничего плохого не Мгм. могу сказать, вот, но не мое. Мгм. Вот, знаю, кого хочу, знаю примерно, когда встречу, Мгм. вот, я не ищу, например, там и Мгм. так далее. Я сижу в Мгм. ну, на сайтах знакомств, но там я ищу друга, Мгм. просто чтобы пообщаться, там куда-то сходить, Мгм. покататься и так далее, Мгм. но не отношения, то есть не М. сожительство, там, не еще что-то. Ну, а что, так можно было? Да? Конечно, нашла, вообще А, супер, ну, Круто, круто. мгм. И получается, вот Эгди, давай я расскажу про нас, да, получается, на русском языке, это первый подкаст, получается, да, на русском языке, может, ну, чтобы понимали. Эгди — это якутское забытое, ну, старинное слово, означает Олимп счастливой жизни, по всем М, сферам жизни. мгм. Когда говоришь человеку Эгди бол, то бар, жоллах кере олох үрдүк тосхола, өрө көтөгүллүү, инники боолу, кыйы, түмсүү, сайды. Ини Мгм. бартын этер нада тохох. Эн уну Мгм. бартын бики хабаран. Мгм. Олин Эгди бол ден. Это пришло ко мне в 18 году. М. Меня была я тебя слушала и били. Откликалась. Ага, жестко Ага. откликалась, били тук-тук-тук-тук-тук, кейне хүтерагын, чугас кейне хүтерагын, том ты гарату, хата катынка хога тайни. Онна боллагана бары түтүнен кырдык кихи тохчакка хөй. Ананан келбит тугун ылыннагана бейте даганы меситин болор жоллонор, аны Мгм. жоннору да хордан битер. Мгм. Сколько людей ты, получается, хорду худжубуту болойди? Да, Я тоже. Вообще, да. я себя не принимала, я себя не понимала в лане. Мгм. Блин, было сыпало. Вообще по кайфу. Да, как в потоке. Да, в потоке, в золотом потоке, в ресурсе, вообще баджинер сами переходят. Мгм. Ты санывым была, они же тоже были, да, когда-то, ну, бар было хотя, но Мгм. мы не встречались, Да. например, вот. И про энергообмен, холовара, вот ты, например, консультацию провела, это Мгм. все же говорят, что должен быть энергообмен. Почему у Да. тебя категоричность, типа, отношение к деньгам? Например, кайдак төлөһөллөри, например, экинлерден ылы, там, не Я озвучивая получаю, сумму, нет, я да. получаю, только это не деньги. Я получаю благодарность. Мгм. Это, во-первых, вообще очень сильное и мощное, ну, вообще чувство, это чувство благодарности, Мгм. которое идет искренне. Я получаю отличную благодарность, вот, и самое лучшее, это когда человек действительно меняет свою жизнь. Мгм. То есть вот это вот, О, они платят этим. Нет, ну это понятно, Антон. Есть же эта категория людей, которые в духовности развиваются, да, они слишком туда уходят, и Мгм. материальная жизнь проседает. Баланс кейнер холовара. На чем тогда у тебя доход увеличится, если у тебя мужа нет, который тебя обеспечит? Я бы поняла, да, олигарх кергеняхен, Мгм. на четко бараларга бор баскай республикада керехеджан кхамилхахаб. Но я сейчас работаю, меня А, устраивает моя Найм, зарплата, найм, да, арбалюляхында. да, я работаю, меня зарплата устраивает, она Но есть всегда такое, да, повышается. есть такое чувство, видите, энергообмен минары рытовын. Ага, я тоже имею денег бесплатно, я всем помогала, но жестко бям выгорала. Мен Да, энергиям ага. барарга. И Джоннар, например, как сказать, ну, обратной связи нету, отзыв даже как блогер не прошел, хотя бы отметка в сторис, да, то же самое, это Мгм. же тоже энергообмен, Мгм. поблагодарить Да. человека, отметить, да. И может даже, блин, отношение к деньгам тоже может проработать, может быть, у тебя. Олох Не, мне не категорично, надо. да? Нет, я не категорична. То есть, А, если, например, если там, человек придет, махтана тебе даст, ой, да, спасибо, да, я чичак. беру, Ага, да, от души берет. да. А, То есть, если мне, когда у ты меня, рассказывал, может, там некоторые поняли бы, я же так же тоже поняла, были, Олох категорично, хочу ведь, нет, нет, я принимаю все. То просто есть, ты не озвучиваешь, у тебя прайса нету. да, у меня нету Вот, прайса, ко мне человек да. приходит, мы с ним работаем, Мгм.
И все. Если он, Донат. например, да, Это если изнутри, он что платит идет. деньги, я принимаю. Если он принес продукты Всё или день. подарки, да, я Да, принимаю. поняла, Да. поняла. А то, когда рассказывала, блин, ну человек в боланган, хахам джану говорит, специально и того, что, блин, когда изнутри идет, блин, харчи, это, блин, та валюта, которая, блин, легче. Да. И у нас не берет, блин, анон манан, улелявгин кенитен, илджала будет, энерго, мен бельбедахтерна, и кинилерте не может забрать. Но это должно идти от Да, души. от души, от чувства благодарности. Или может должно прийти идти. к тебе человек вообще хочет да, ты ксюн халхала джонда, ну нету денег было. У меня вообще было, я ушла в минус 7 миллионов, когда в начале блогерства. Он открыто ко всем блогер был там где. Типа, улхот большой минус, долгой я в плюс там. Сейчас я это буду монетизировать, помогать Балагаде. И правильно, я не удаганка, но гимбир. Каждый житель Якутии, я как, да, мое отношение, у нас очень природа рядом, аялхоголы работают, наши предки нас оберегают, мы это очень хорошо, тонко чувствуем. Но вот то, что, ты правильно сказал, общество тугунан, что-то люди подумают, не примут, не поймут, очень многие страдают. И, беги манны были интересные личности, да, очень чувствуют твою энергию, что в плюс масштабирование, это ты меня сидишь, Аллах транслируешь как силу ромбала, потому что бу барарыл робот, бурячий нурбуттара, халувара, эти олкурдук, эти чахагар, я очень открыто, рада с тобой познакомиться. Да, это взаимно. Я даже как-то, вопросов даже нету. Честно, иногда бывает, когда стесняются, задаю вопросы. А у тебя вообще конкретно от души идет, Аллах, я это тонко сидела, чувствовала, и, как сказать, кепсидини интересны, оңар хата неген мен тугы гынарымдан алыты хох. Онан ха мақтанабын, оннан эгдиге бихеха кел, бихинте бирге бол, жоңы кабелі обязательно. Бастыгы очерет меха, это не тилебіті, нужно начинать надо себя. Мен еме бағаны еха туғынан әреме тухалықтағым болу. Тон кен, мен қалыры білі блогер, олығын аспет кехе білі, кен араңаға, тахары, это же тоже большая работа, Лади. Вот, олихин мақтал, күнді көрәтшілер, большое вам спасибо. Лиза Нахачидик нам рассказала, и если у вас есть вопросы, какие-то пожелания, идеи, пишите в комментариях, пишите к нам в Инстаграм, нам можете позвонить, прийти к нам где. И только когда человек берет ответственность на себя и начинает жизнь менять в лучшую сторону, полюбить себя, принять, это вначале очень тяжело, когда ты один. А когда есть поддержка, когда есть те люди, которые уже открыты и хотят вам помогать, не стесняйтесь. И в конце эфира мы вдвоем должны сказать вот это 2 кодовых слова «экдибол». Чай күнді көрәтшілер, «экдибол».